ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 19:00. Городской дворец культуры. Что общего между бандитом, офицером спецназа, музыкантом и обанкротившимся бизнесменом? Волей случая они встречаются в баре. У одного нелюбимая работа, другого бросила жена. 4 мужчин доведены до отчаяния. Герои готовы на все. Они задаются вопросом, а вдруг это их последний шанс? Результат – сумасбродный проект. В поисках себя и высоких заработков они создают эротическое шоу «Мартовские коты». Нам играть по кайфу. Если вы будете на спектакле, вы увидите, что мы не отрабатываем номер. Потому что действительно пьеса интересная. И мы играем там, себе в удовольствие на самом деле. Мы играем для себя. Московский театр показывает шоу, где откровенность граничит с пошлостью. Девушки, танцующие у шестов, и мужчины, обнажающие душу. Жажда телесного наслаждения и монологи о любви. 7 актеров и актрис на сцене проживают 2,5 часа другой жизни. Забитый, заикающийся интеллигент Николай Семенович в жизни нагловат. Пока учился в актерском, подрабатывал стриптизером. Возвращаться в клубы не планирует. Сейчас снимается в сериалах, самозабвенно влюблен в театр. Тем не менее, в развлекательных заведениях видит особую пользу. И мне кажется, стрип-клуб – это то место, где, если взять того мужика с собой, да, он увидит, он скажет, конечно, фу, какие они, какие натуральные, все. Но, возможно, это будет толчок, после которого он скажет, я не буду смотреть футбол, возливая пиво, а пойду в тренажерный зал, как минимум. Поэтому я в этом плохого ничего не вижу, честное слово. Мне непонятно заявление, почему это аморально. Актеры регулярно занимаются спортом. Перед поездкой в новый город обязательно ищут тренажерный зал. Атлетическую фигуру сложно угадать под мешковатой одеждой. Однако потом, по ходу представлений, ее будет все меньше. Смогут ли мартовские коты подготовить хорошее шоу? Зрительницы оценили все в конце.